назад. Пробачте, я тебе Ну, про Вікіпедію що тут казати? Просто ось тэксты і галоўнае, калі вы будете нешта... То есть правило есть такое, что Википедия это реферат, и все, что есть на Википедии, оно по правилам повинно иметь референс, посылку. Откуль вы гэты факт взяли? Например, мы кажем, что площадь там квадратных метров Эйфелевой башни такая-то, и обовязково повинно быть, ну, вы ведаете, у квадратных таких скобочках посылка. Proof повинен быть, да? Да, референс. То есть у Википедии заборонены оригинальные даследования, типа, ну я вот это ведаю, например, я работаю, например, у Кока-Колы, я там ведаю, что это так. Не, так устроено, что другие люди повинны иметь посылку, как проверить это. Бог, калі ты зайдзеш на нейкі іншы сайт, ці сам сайт на каленке напішаш, дзе ось гэта все написано, і з Википедии зробіш спасылку, то ты гэта можна дадаць гэту інфармацыю. Я еще важное забыл слово. Авторитетный источник повинен быть. То есть не абы что. И некоторые там даже ты попробуешь додать, будешь, так сказать, сохранить, оно скажет, что оно даже не сохранить. Потому что шмат сайтов, они в блэк-листе. То есть все, что есть на Википедии, это никто не выдумал, но все откуда взято. То есть, и когда люди кажут, я взял это из Википедии, это для меня звучит странно, потому что это реферат, это компиляция с других мест. Вот. Ну, это все summary, это суть Википедии, вот. Это все. Ну, сегодня, ну, когда есть питание задавайте, но вот сегодня я таки планировал другую тему, с этой связанную. Ну, вот это просто показать, что у меня шмат разных правок на нескольких, на ангельской, и российской, белорусской, и другие проекты, и не только и в Викимедии. Шмат правок. Далее, что тут? Кстати, ты как знаходишь какую-нибудь некорректность? Ну, некорректности, як може у многих з нас, є теми, які мені важні ці теми. Ну, наприклад, тема така Abandonware Games, це значить старі гульні, які більше не продаються, наприклад. От я пам'ятаю, у 2010 році якісь гульні були на обложці ігрових журналів, а зараз їх немагчыма купіць, гэтыя гульні. Яны ёсць, напрыклад, на рутрекеры, вы спамповаеце на Windows 10, яна не запустится. Это дзіўна. То есть, напрыклад, мы можем паглядзець фільм, которому 100 гадоў, мы можем паслухаць музыку, джаз 20-х гадоў з США, але каб гульня працавала, это складаней. І вось гульні знікаюць, там ёсць даследаванне, што там 13%, які там з 1960 до 2009 года толькі можна купіць гэтыя гульні. Ёсць ініцыятывы, каб яны працавалі, арганізацыі ёсць, каб это ўсё працавала. Не толькі камп'ютэрная гульня, а з ігровых кансолей, які больш ніхто не робіць. Вось такое сохранение культуры. Ну вот это просто показать, что вот это других сервисов Wikimedia Commons, які звязаны с Википедией, то есть большасць картинок, якія показываются на Википедии, они живут тут, на гэтым сервисе, и видео, и аудио, и все, что на гэтым сервисе, оно со свободной лицензией, а то, что не со свободной, оно там напрямую в Википедию упихивается, и там маленькая картинка. Ну тут вот даже это пригоже вот уявляете, вот это вот Батумі, вот тут вот это вот там дрена башня, вот это там хмарочос, и это вот Батумі. Это з параграфа. Да. Ну, ось у апошні час я ось для мяне істотна гістарычныя такія дакументы. Цікава, сваімі вачыма можна пабачыць, як там было, што напішуць. Ну, вось, в асноўным аб гэтым сёння будзе, пра гэтыя старыя газеты. Вось, гэта я проста сёння чытаў.
что тут написано, я хотел процитировать. Вот тут написано, что с 2014 года только что 38% спасылак уже не працуе. То есть, это к тому, что я чуў, что сярэдняя что у сярэднім 100 дзён жыве старонка ў інтэрнэце. 100 дзён. То есть, вот у меня был блог старый, там, 2010 год, я зашел у яго, и там шмат ссылок уже не працуе, даже видео с YouTube я уставлял их, там шэраг квадраты, что уже даже видео с YouTube они зникают. И вот я бачу, гэта зникаете. Вот, нешта там памятаю, был ролик, я уже не могу его найти. То зникло, сайтов возникает нечто. То есть многие об этом пишут, что мы как бы живем как Александрийская библиотека, какая горит. То есть у меня сегодня что-то есть, а потом я вот чув, как и книги губляли, оригиналы книг губляли, все губляли, фильмы. И так само, тоже моя любимая тема про гэта гульні компьютерные. Я вот гутару з некаторымі стваральнікамі, я им кажу, зрабіце что-нибудь, отдайте исходники, ремастер зрабіце, вось ваша гульня, она больше нигде не продается. И яны как-то, им не цікаво. Яны кажут, просто там юридично непонятно что, потому что той компании распрацоўшчыка не існуе, паблішера таксама не існуе, і там незразумела, кому належаць правы. Я думаю, я кажу, юрыст дапаможа вам разобраться, это можно вырашыць. Но яны зараз ствараюць другія гульні, которые таксама праз 20 гадоў яны бросяць, кінуць. Гэта яшчэ патрэбна, каб мела нейкі камерцыйны сэнс. Да, не могли бы опубликовать у Steam куды-нибудь и продавать ее, но не робяць. Я так само веду распрацоўшчыкаў, для якіх першы раз нешта зрабіць гэта чэлендж, а пасля таго я гэта зрабіў, яму уже больше не цікава гэта зноўку рабіць. Да, самі людзі, які там, напрыклад, субтитры для беларускай субтитры зрабілі, а потом уже, я им кажу, пихайте их на разные сайты, потому что я виду, что потом праз 10 годов он уже не успамятае, он забудет диск, зламаецца, уже все, уже сами люди, и, например, так само мои сябры, они там фильм рабілі, я им уже так шмат капаў на голову, что дайте гэта кино. Это кино мне патрэбна больше, чем стваральнікам. Тоже з Беларусі, яны у Ізраілі жывуць, кстати, цікава, что он там, он закончыў юрыдычную Менскую, он жыве ў Іерусаліме, и он працуе там у ресторане грузинской кухни, хачапуры там робяць. Хотя в Грузии не был ніколі. Дивная история. Раньше несколько фильмов яны сняли. Один из них, который не Беларусьфильм, они имели право его опубликовать. Добрый, цікавый фильм про Беларусь. Это серьезно такая цікавая для меня тема, что зникают, разные данные зникают. Журналы, также есть активисты, які там сканують журнали, книги, спасають як можуть різні речі. Ось. Теоретично я догадувався, але коли я це бачив, я пам'ятаю, ось була гульня, а тепер купити немагчыма, і вона не запускається більше. А гульня така добра. Ось. Вот так само наступний приклад. ITV Buy, може, ведаєте, такий був, є знакомитий білоруський сайт itv.by, перше білоруське інтернет-телебачення. Я там працював з 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Робили там, то есть, сотні видрасів, зробили сотні відеороликів. І все, зараз їх немає на цьому сайті, тому що вони змінили концепцію, тут просто зараз стріми телеканалу йдуть, а ролики всі видалили. У них на сироках валяются, тебе не могли просто... Я написал несколько дней тому, там я ведаю, моя была начальница, з якою у нас добрые отношения, и где тут... Она написала, что
удалены, але можа быць, нешта что-то засталося, можа быць. Мы Карацей, калі бізнес вырашае, што там няма ніякай камерцыйнай каштоўнасці, то... Ой, ну это ж камерцыйна, ну, это ж культура, гісторыя. Я памятаю, вот для гэтага сайта я вот здымал у Москве ў 2008 годзе інтэрв'ю з Віктором Кіслым, который мільярдэр зараз Wargaming. Гадзіну размаўлялі. Всё, нема гэтага відео. Ну, хочется, каб яно было. Вось, такого много вот сайтов розных и у Беларуси, и у других краинах. Вот, ну, это просто хочу сказать, это вот мой сябра рабіў сайт, тут просто фотки Беларуси, вёсак, их тут шмат, больше 100 гигабайт, и вот я ему сказал, каб ён вот лицензию поставить, потому что без этой лицензии, коли вы запампуете на Commons, Википедию это выдалят, потому что лицензия это важно. Что юридично павінна быць чистенько. Вось, і праз шмат камунікацый он уставіў гэту штуку, і цэлы год мы гэта 100 гигабайт пампавалі на Wikimedia Commons, то есть там каждую фотографию трэба опісаць, катэгорыя, што на гэтай фото, ну, напрыклад, куды-нибудь клікнем. Тоже, ну, маленький сайтик, ён памрэ, перестане платіць за хостинг, все, сайт знікне. Вот, ну, просто такие фотки, як Google Street View, то есть, ну, просто фотки. Вот. А ты ведаешь, колькі яму гэта каштуе? Что каштуе хостинг? Ну, хостинг, так. Это может $5 в месяц. А фотки где? Фотки? Так само нейкі фотоархіў или не? Ну, яны на хостинге яго жывуць у Беларусі, беларускі хостинг. Дзень добры, паважаныя гледачы. Вось доўга гэта відео лежала. Еще не было часу, зараз только добраўся, каб змонтировать яго. А вось я вырашыў адкрыць Глубинка Бай зараз. Глядзіце. Ой, тоже логотип. Вось Глубинка Бай. І глядзіце, ўжо другі дизайн, нешта змянілася, але галоўнае, ўжо все, ўжо няма фотаграфій. Все, фотаздымкі ўжо зніклі. Ось, што гэта такое? Назвы засталіся, а ўсё, нічога няма. То есть все, сайт ужо знік. Можа яны, конечно, яго можа гэта выправіць, але вот я памятаю, я і некалькі месяцаў таму глядзеў у Глубинка Бай 2026 год. І ён уже быў паломаны, а зараз увогуле ні адной фото. То есть вот, глядзіце. То есть вось быў сайт, вось опять-таки. Вот яшчэ один прыклад. То есть памятаеце о том, что вот я вот гэта відео таксама зрабіў лекцыю, выкладваю на YouTube, на розныя пляцоўкі, каб вы памятавалі, што сёння есть, завтра няма. Какие-то сайты, якія вы ведаеце, шануеце, можа, сайту 1 год ці 15 гадоў, што завтра яго можа не быць. І можа падумайце, што з гэтым можна зрабіць. Дампы, бэкапы, архіфорк, Wikimedia Commons, либо, ну, там, запытаць, калі аўтар знікне, можа, каб другія людзі таксама пароль ведалі, якім давер есть, каб працягвалася жыццё сайта. Потому что вось гэта я гляжу, это происходзіць па ўсім свеце. І вось хочется рабіць нешта, каб заставалася больш з намі. Да, конечно, у архіфорк частка гэтага сайта засталась, калі архіфорк адчыняецца не заўсёды. Этот Wayback Machine web.archive.org. Ну вось, ведаеце гэта, і прызываю вас нешта рабіць з гэтым, гаварыць з людзьмі, пісаць лісты ў Тэлеграме, ў Кантакце. То есть аб гэтым трэба думаць, калі сайт яшчэ жывы. І калі яшчэ людзі не думаюць, што ён можа знікнуць, і ён можа знікнуць.
Сёння сайт ёсць, а праз год сайта можа не быць і не будзе. Вы яшчэ пабачыце, што ведаеце які-то сайт, а потым іх няма. Альбо вось гэта будзе. Вот, шмат гадоў сайту, там столькі фатаграфій, там шмат фото, амаль можа 95% усей Беларусі. І некалькі месяцаў таму ён таксама ўжо быў паламаты. І колькі такіх уже сайтаў зламаліся, ці ўвогуле ўжо недаступны. Вось разумееце, у якім свеце мы жывём. Я раней думаў, што мір стабільны, што гэта фраза, што то, што попало ў інтэрнэт, то там назаўсёды, а вось. Вось інтэрнэт это просто это сувязь камп'ютару, это камп'ютары. Ну, важно, бывае на камп'ютары знікае нешта. Ну, да, бывае там все-таки бэкапы у правайдераў, але вось глядзіце, што бывае. Ну і таксама памятайце, там не толькі сайты, ўсё вокруг нас. І людзі паміраюць, і кнігі, ісходнікі, софта, гулін. Ну і опять-таки, конечно, як я кажу, што ёсць розныя арганізацыі, ініцыятывы, якія робяць нешта, каб не знікла. Дзякуй ім вялікі, вам тоже дзякуй, если вы гэтым займаецеся. Нават маленькія правкі на Вікіпедыі і нешта загрузіць на Wikimedia Commons, гэта ўжо, каб яно сохранілася. Ну, то есть Wikimedia Commons, Вікіпедія, яны не знікнуць вось так вот. Там шмат бэкапаў, іх можна спампаваць, яны знакамітыя. Ну, хаця таксама ёсць, і я чытаў прыклады, што былі вялікія сайты, некаторыя ў 90-х, 2000-х, і яны таксама зніклі. Geosites, я чуў, і другія сайты. Вось. Помніце об этом і рабіце нешта. Ну, может быть, мне пішыце таксама, калі вы бачыце, што кто-то можа знікнуць, і ўжо знік, ці можа вы не хотите писать удальнику сайта, я могу написать нечто такое, розной активности. Там сканы газет старых, каб тоже на Commons попаваць. Можа, у вас дома лежит какая-то книжка 18 стагоддзя. Можа, какие-то документы, якія вельмі старые Российской империи, которые вы тоже хотели бы, каб яны в интернете были для истории. Ну, это то знікаеце. Месяц тому была такая подея, ведаете, сайт Flibustomy. Да. Такая одна з величезних інтернет-бібліотек піратських. Помер стваральник. Так, ён написал лист, что типа вось мне там засталося жить некалькі дзён, і по типу я не ведаю, что далей з гэтым усім будзе. Не, он написал, что на гэтым, похоже, Флибуста, як я, скончваемся. Так. Это был велизарный, гигантский сайт с книжками пиратскими. Ну там уже они вырашили, уже и он Флибуст яшчэ жыве, і активісты. Далей, що тут? Вось, можа, вы ведаеце, гэта сайт Nazar.by был такі ў Беларусі. Ведаеце, можа? Гадоў 10 яны існавалі, пісалі пра канцэрты, выставкі, мерапрыемствы культурныя. Ну, вось, потым перасталі пісаць, тому што грошы гэта не прыносіла, а потым уже сайт знік. Я им написал, и, к моему удивлению, они дали мне исходники, там гигабайт, где-то 7 гигабайт с фото, весь сайт. Там я его восстановлю. Ну, вот это, то есть уже отрымливается уже в Беларуси вот несколько сайтов. Ну, ведаете, Archive.org есть, там можно глядеть старые сайты, но там тоже не все есть. Ну, или вот то, что знакомитое сучасное, памятаю, Эхо Москвы, был гигантский сайт, там, 15 годов радио, там, шмат информации, закрыли, зникло. Там нашлись люди, які там что-то записывали сами с торрентов, вони там склали, що змогли нанести, но частка, може большая частка зникла. Было и зникло. И такого шмат, это только вот то, что я ведаю, вот, тут вот в этом регионе, в разных краинах зникає.
Яшчэ пра гульню вот было такое цікавае, што ў 2010 годзе яны ўжо амаль гульня была ўжо амаль скончана, ну, такая добрая гульня, многім падабалася. І кампанія зачынілася і ўсё, і гэта гульня так і не выйшла. І ўсё, она так і не выйшла. Потом вот з 2010 года прайшло сколькі гадоў, і вот толькі ў гэтым годзе яе такі там аддалі другой кампаніі, там дапрацавалі, і она выйшла такі. То есть 15 гадоў она лежала ў чулане. Ну, вот она так і выйшла, а что-то не выйшло. Вот, вось так. Далей уже к нашей теме конкретно. Ну, вот это... Ну, может, кто не ведает, скажу, есть две белорусские Википедии, белорусская и с классичным правописом. Это цікаво. И вот тут вот можно поглядеть, вот некая газета, и вот тут снизу навигация, и вот это кто-то зробил гигантский список белорусских периодичных выданий. И не у всех, а только там с 1563 до 1945. Вельми шмат. И не все они есть на Wikimedia Commons. Я там покажу, это склад таких файлов. И они где-то в интернете, в других пляцовках, где-то они лежат, например, в национальной библиотеке, их можно отскановать. Что-то уже зникло. И вот гэтым апошні год я займаюсь, каб спасці гэтыя газеткі, і таксама цікава пачытаць. Ну, тут еще гэта еще разумееце то, что калі вот мы спасем гэтыя ўсе газеткі, ўсе дадзеныя гістарычныя, як мага больш, то з гадамі штучны інтэлект он чытае ўсе гэтыя газеткі, ўсе дадзеныя, потым я уяўляю, там гадоў праз 20 будзе такое, што там гістарычна у нас кожны дзень будзе, і мы будзем, штучны інтэлект, он зразумее всю нашу гісторыю, і гэта можа даць нам нейкі інсайт. Вельмі цікава. Там вельмі вялікі рух гэтай 6, якія шукаюць сваіх сваякоў, як гэта зовецца? Генеалогія. Да, генеалогія, генеалогі, там шукаюць, скануюць за свае грошы, ёсць форумы вялікія, там іх дрэвы там знаходзяць якіх-то родзічаў і аб'ядзяняюць свае дрэвы на розных сайтах, сервісаў. І я думаю, калі-небудзь яны ўжо аб'ядзяняць так, што ўжо знайдуць ўсіх, каго можна, і ўжо ўсё объединять, и уже будет какая-то великая картина уже с ДНК-анализами. Я думал, это уже все зробили, мне казалось, а тут ну, скануют, шукают, что у Яндекса есть великий проект Яндекс пошук по архивам, там, мне кажется, миллионы сторонок, миллионы. Я даже им писал им, отдайте нам в Wikimedia Commons помповать, и они кажут, что у них там какие-то договоры с архивами, хотя юридично у них, ну, юридично нема такого права. Например, коли какой-то паперки 200 годов уже авторское право истекло. Никто не может сказать, что я забороняю, это моя паперка. Она уже не твоя. Это называется громадский набыток. В Беларуси 50 годов после смерти автора, у большасці краін 70 годов после смерти автора. Вот «Новая земля» вот несколько годов тому она стала громадский набыток. То есть это значит, кто угодно из нас, например, может продавать книгу с «Новой землей», и это легально уже. Потому что 50 годов после смерти Якуба Колоса. Вот. Вот видите, некоторые спосылки красных, это значит, там даже сторонка не існує. Ну, этим занимаются. Так, что тут у нас? Вот сегодня, учора я хотел добавить эту газетку, зовется, это, не промень, как это, Лучина. Там всего несколько номеров было. Вот это же обычные справы. Пытаюсь спасти эту газетку. Нажимаю «Спамповать». Значит, тяжко не помпуется. Вот это сайт Национальной библиотеки. Ну, уже что-то скачано 0 байтов. Не помпуется. Я им вчера написал, что такое. И они мне отказали: ой, да, действительно, надо, дякую. Я передам, дякую. А вот другий пример, это меня поразило, что вот старые белорусские газеты, они бывают лежат в университетах США. Я им писал: дайте мне сканы, они бесплатно скановали и прислали мне.
Вот, то есть, если вы будете этим заниматься, то есть можно не только шукать у інтэрнэце ж нешта, можа у вас дома есть старыя газеты, таксама можна адсканаваць у бібліятэцы. Если яны за грошы, можна ў Вікімедыі попросіць грант, яны дадуць, каб яны адсканавалі. И можно писать, ну, бывает такое на некоторых сайтах, архивах каких-то там написано, что да, у нас есть эта газета, но скана нема. То есть просто написано, что она у нас есть. Там «Селянская Нива», 1915 год. И когда вы бачите, что на Wikimedia Commons ее нема, то можно им написать, дайте, коли ласка. Вот мне так давали из американского университета какого-то бескоштовно, я здивился. Вот, там шмат, я бачу газеток. Вот, може хто ведае інтэрнэт-архів, вот там, где старые сторонки можна глядзець, ну, так само сюда можна пампаваць розныя файлы, и даже гэта может быть нешта, як бы, нешта немножко пиратское, например, гульни какие-нибудь, но они быццам бы не удаляются особо. Вот тут, например, вот Могилевской губернской ведомости, глядите, помер 277 гигабайт. Гигантский объем, тут за шмат гадоў, добрая якость. Как тут павялічыць? Вот, можно все это читать. Это цікаво для истории. Наколькі там складаная мова? Ну тут гэта газета по-расейску, ну, с твердым знаком, ну, можно читать. От Могилевской палаты государственных имуществ объявляется, что на дачу арендная... Ну, можно читать, зразумела. І вось за шмат часу, калі гэта пампаваць, ну, вось адна з прычын, чаму гэта ўсё расказваю, тому што, можа, вы будзеце пампаваць гэта, і я адчуваю радасць, калі я гэта раблю, тому што гэта сур'ёзна, істотна для гісторыі, каб сохраніць гэта, ну, і мне пачытаць гэта тоже цікава. Потому что фейки, а тут реальные документы, хотя, может, нехто тоже их робить фейковые такие историчные документы, может, и такое есть. Но все-таки выглядає як натурально, ну, даже визуально цікаво поглядеть. Далее, ну, ось это, тут вот просто бачно, вот как один номер, или это за весь год. То есть вот по гигабайт, по 2 гигабайта один PDF-файл. Ну, там 250 гигабайт, вельмі шмат. Так само, вот, коли такие архивы, например, з одной газеты, не только Wikimedia Commons, еще и RootRaker есть, сам этот архив.org, и как они спасались друг на друга, чтобы не возникало. Вот RootRaker это пиратство, да, но оказывается, я так здивився, там вот несколько годов тому почався такий проект, зовется хранители. На RootRaker, и они там еще гроши собирали на жесткие диски. И они насобирали шмат грошей, купили шмат дисков. То есть, ну, не сама организация RootRaker, а просто люди, которые там, ну, хто угодно може стати таким хранителем, і ось вони якісь такі, наприклад, такі так само історичні дані, ну, що хочуть, і вони ось хранять і будуть передавати, як раз 1000 годов. Ну, докладно, гэта зараз стане, інтернет увогуле амаль безкоштовний, тому це може бути так само. Да, но там еще есть много раздач, які там один сидер, они кажут, там, ну, такий список есть, коли ласка ратується, потому что один человек только раздає і може зникнути. Я тыкал, и все, что тыкал, там гигантский список, гигантский, аж тормозить браузер. Там все, что тыкал, это футбол. Я думаю, да не, мне это не цікаво, я футбол не буду сохранять, ну, понятно, кому это потрібно. Пусть зникає. Ну, кому-то, може, кто-то там... Ну, есть такие люди, там, у них шмат жестких дисков, ранее там кто-то на видеокассеты записывал. Ну, например, зараз жесткие диски, они там, ну, появляются там столько жестких дисков в шкаф, они там нечто хранять, есть такие энтузиасты, вот, как данные не зникли. Торренты так само, разные, ну, есть разные, несколько таких проектов, и легальные, и нелегальные, ну, потому что люди отшивают, что мы губляем данные, и надо за это нечто робить. То есть и индивидуальные люди, и большие корпорации, и какие-то, как бы, пиратские корпорации. Наприклад, есть SciHub, я читав, это такий знакомитий сайт, який безкоштовно пиратски распространяє наукові документи, наукові дослідження. І там от дівчина з Казахстана, і некоторые
То есть она не может поехать в Европу, потому что ее там арыштуют на 20 годов, потому что она там своровала тонны навуковых документов. Вельмі шмат. Годами они там как-то целая организация, ну, такие пираты. Шмат документов навуковые, то есть как польза была всему человечеству. С других сайтов, там где платный доступ, наверное, платили и вынимали все документы. Ну, доследования там, все, что науки касается, науковые. Поездил в Европу на 20 годов у турму ее. А с другого боку есть другие люди, которые кажут, да это святый проект, Нобелевскую премию давайте ей дадим. То есть вот так вот некоторые... Там даже у ее прозвищем назвали якого-то там этого насекомое какое-то там, потому что ну видите, как зорки бывает называют в честь кого-то там, ну там, то есть вот, многие любят, что такие сайхаб, такий вельми полезный, знакомитый ресурс с науковыми паперами. То есть для некоторых это герой, а некоторые говорят, вы украли, ну юридично, да. 20 годов тому. Одна часову і добру древню практику зробила. І поскорила розвиття науки, і наоборот, тому що ну, ніхто ж не гроші за це все робить. Ну да, и так само вот рутрекеры пиратство, а про 5 годов все, оно только на рутрекере засталось. То есть уже не пиратство, а они сохраняют культуру. Потому что когда ты не можешь это уже купить, то это уже ты уже не робишь проблем тем, кто это продает, ты уже не крадешь гроши их. Вот, наоборот, ты хранять это. Ось такий прикол. Далее. Ну и просто я хочу эту тему показать. Вот я нашел вот этот Анна Аркайв, и он даже больше, чем этот сайхаб. И сайхаб этот у них внутри, то есть они еще более, чем вот этот сайхаб. Тоже гигантский проект, тут сколько у них тут 500 терабайт. То есть это, например, если коли, ну, например, ну там 100 жестких дисков по 4 терабайты. Да. Вось, яны вот тут вот пишут, як яны воруюць гэтыя данные, это анонімны такі проект, то есть непонятно, хто гэта робіць. Ось вони тут цікаво пишуть, як вони це сохраняють книги, як вони там 300 гігабайт спампавали отсюль. І вони там, що кажуть, такі у їх є, как бы, баунси, конкурси, наприклад, вони, де тут це написано, Нет, ну где-то там есть такой список. Ну, они кажут, коли вы у Гугле працуете, мы вам $10,000 дадим, коли вы Google Books усе нам передадите. Они там пишут, ну мы ведаем, что гроши маленькие, коли вот, ну то есть они так хотят, ну украсть их, эти книги хотят, ну и как не продавать, а как, ну, эту историю сохранять. Google Books, там тонны этих книг, и они как бы, ты працуешь у Гугле, давай тебе $10,000, ты там укради там, ну это ж нелегально, Google зволить, и коли они доведаются у турму. Ну такие у них есть проектики, вот как спасать дадзенные, которые возникают. И тут, кстати, кто не ведает, это добрый ресурс, так само можно некоторые книжки шукать. Гигантский ресурс. Так, вот это Могилевские губернские ведомости, который показывал, вот, собственно, этот сервис Commons, вот покажу головную сторонку. Вот, ну, выглядит похоже на Википедию, вот головная сторонка. Тут вот написано 112 уже миллионов свободных файлов со свободной лицензией, то есть это так само, есть такие клипорт, разные сайты, которые позволяют клипорт шукать, когда нужно выкористовывать некую свободную легальную картинку, те видео, вот тут они тоже хранятся. И все это можно спамповать на свои... Это открытый проект, все это можно легально спамповать. Как всю Википедию можно спамповать в разных форматах, как без интернета працевало. У меня вот скачано тут на лаптопе есть. Вот 112 миллионов айтемов. Тут помер тут не написано, но где-то написано. Вот тут можно... Тут вот есть статистица. Можно поглядеть вики... это что тут? О. Это який... вот Wikimedia Commons. Який помер.
Не разумею, який памер. 150 гигабайт или что это? Или только розница? Не, да ну, может, несколько сотен. Не веду сколько. Ну, всякая статистика тут есть. І ось так от це виглядає от, на Wikimedia Commons сторонка, наприклад, от, з газети якої-то. Можна по годам розбити, так само розбивається ось і... То есть, вот то, что вот эта картинка тут показывается на Википедии, она насамрэч хранится в Wikimedia Commons, и насамрэч она там уставлена у Викизвестки, такой сервис Викидадина, Викидата, и оттуда вот там показывается. Вот. Потому что свободные данные, были бы не свободны, то оно бы тут, оно бы не на Commons лежало, а у самой Википедии. Ось так это виглядає. Ось ну, багаття культурне тут лежить, но не все лежить. Бывает не лежит, бывает лежит в другом месте, и завтра там зникнет. И надо быть худше, и сюда на Commons это упихивать. А бывает то, что бывает, ну еще так само то, что Commons лежит, я бываю на Archive.org помпую, и на RootRacker это было. То есть несколько таких, несколько сервисов. Ну, так само, як типу, недержавні організації, не існують за донати, і так само в який момент да. пишуть, що їм нечто не потрібно. Ну, всякое может быть. Ну, это можно все, это свободные даденые и технологии, они свободны, то есть можно на своих компьютерах это все усталевать, и без интернета, то есть все данные можно легально спамповать. Это свободная лицензия, вот тут снизу указано. У каждого файла написана лицензия. Далее, что тут? Да. Ну да, ну бывает автоматично, полуавтоматично, хто як. Ну, по минимуму, ну, тут, коли я потом буду показывать, вот, например, эту картинку. Нет, это не картинка, это целый PDF, тут шмат сторонок, да? Да. Тут, ну, по минимуму нужно указать вот какое-то описание, одну сторонку, откуда вы взяли это, який год, может, автор это опционально, лицензия, ну и все. Ну, який-то час займає. Ну да, от люди роблять гэта вот, в Беларусі, в розных краінах. Яшчэ мне так здзівіла, вот я быў на канферэнцыі у Стамбуле про гэта все. І ось у Беларусі не могуць стварыць, называется, чаптер, як это по-беларуску, ну, организацию, ну, как в России была Викимедия Беларусь. Потому что трэба, каб было 50 человек, а там 37. А у Німеччині, у Германии мне сказали 70 тысяч. Я думаю, как 70 тысяч? Чего так? Яны там даже эти Викидадины, Викизвестки, это сервис, он был зроблен в Германии. Я не ведаю, чему так. Да. Так, что тут далее? Еще какая-то газетка, вот тут нема ни одной картинки. И вот Гродненские губернские ведомости. Вот я нашел, где-то они есть. Это какой-то российский сайт. Я думаю, ну давайте глянем. Вот PDF какие-то, давайте мы запомпуем. PDF. Глядим, что тут. И ничего нема. Вот так вот. Тоже как в национальной библиотеке там что-то не працует, тут что-то не працует. Ну, поэтому вот, надо спасаться. Бывает такое, что я там, например, moneymuseum.by сайт, я з його там фотки, скани здимаю по одному, помпую, здимаю, помпую, а буває сайт не працює. І ось я розумію, чому я це роблю. Тому що ось інтернет ось такий, сьогодні є, завтра нема. Нечто зміниться завтра, вони повидаляють свої сайти, артикули, щось змінять. Ось так от. Ось другий сайтик. Вот здесь есть вот это
Гродненские губернские ведомости, но тут дрэнная якость, ну я им написал, может дадут полепей. Как тут повесить? Ну, я это хочу просто використовувати, як показати пример, як помповать туди. Давайте это зробимо. Save image, сохраняем эту картинку. Куда-нибудь сюда. Далее. Ну да, вот это еще какие-то сайты. Вот бывает на каких-то таких сайтах. Ну, сайты так выглядят, что я уже отчуваю, что они еле живые могут зникнуть, коли завгодно. Ну, вот, наприклад, ось люди вмирають, от що за хостинг перестає платити і все, сайт зникає, наприклад. Коли там не несколько людей. Так, это другая, Вильнюсские губернские ведомости. Ну вот так это выглядит помповка, экран помповки, это Wikimedia Commons. Давайте вот эту одну паперку упихнем. Где она тут? Ось где она. Ну, тут еще помпує долго, но тут маленький файл, тому хутенько. Тут у меня еще свой дизайн есть, я уже свои плагины заробил, как все это было худшей, как показывало то, что мне потребно, то, что не потребно, не показывало. Тут уже гигантская инфраструктура есть вокруг всего этого для Википедии, для каждого сервиса. Там сотни прилад для разных кейсов, для того, для всего. Потому что так само архивы бывает працуют с этим, помпуют сюда у некоторых краинах. Музеи, разные организации самі это роблять. Ось, я так само коммуницирую с музеями, с архивами, рассказываю об этом. Ось, ну, коли буду у Менску, если буду, то тоже там буду ходить, рассказывать им с другими активистами. Вот нажимаем «Далее», тут указываем, это я зробил, чи не я зробил. Нет, это не я зробил, но можно лицензию дозволяю. А какая лицензия тут? Is not protected, потому что уже прошло шмат годов. Да, автор помер больше, чем за 70 годов. Хотя якого на года? 1893. Ну, все уже померли, я думаю. Да. А где вы это взяли? Ставим эту посылку. Имя автора, ну я не ведаю, там, и тут дрэнно бачу. Ну это потом может кто-нибудь уставить. Я не ведаю, кто автор. Можно разные языки тут включить. Далее тискаем. Назву файла нормально треба. Давайте. Ой, як это написать, потому что там еще транслитерация, это там, я не разумею, это правила, як это треба называть. Войска сюда упихнуть. Commons, тут нема ни одного файла, потому что я не ведаю, как назвать эту категорию. Давайте, ну, может мне подскажете. Гродненские губернские ведомости. Який год? Ой, где она? 1893. Так и там Гродненские, губернские. Ну, давайте, Гродненские, губернские. Ну да, хотя бы это вот по-российскому, что Гродненские, губернские ведомости, эти ведомости. Ну там написано ведомости. Гродненские, губернские ведомости. Ну добре. Это обов'язково треба тут, конечно, написать. Я не ведаю, як завсёди що тут написать. Low resolution.
Можна на різних мовах тут написати. Ось это моя кнопка, я сам добавил. Так, ну давайте дату. Сам кнопку добавил. Ну, это вот тут вот у меня тут есть некоторые скрипты. Ось. Я зрозуміла, а що кнопка робить? Ну, коли там шмат документов, яны есть, как сказать, это фронт и бэк. Угу. И когда нажму на эту кнопку, то узад ставится спасылка наперед ставится спасылка узад. В описании. Ти його дописав, це плагін ніякий? На JavaScript, так. Ось для браузерів. Ну, ось і тема, як я показував, ой, у мене, звичайно, ось так це виглядає, ой, ось так, такий мінімалізм. Да, так класно. А їм написати тобі не те ж саме додали? Ну, я им писал, да, там, ну да, я им там, я указывал посылку на свою тему, что-то есть такая. Ну, она не для всех, там, потому что, ну, разные люди, например, коли новичок у перший раз, ему там треба шмат надписів показувати, які я вже веду, мені їх не треба показувати, я їх себе сховав. Но зато я себе показываю некоторые другие речи. И функциональность. Вот эту кнопку так само добавлю, когда-то копировалось в наступные дирки. Так, А, ти поки всю сторонку перепрацював, так? ну не всю, некоторые. Некоторые поля. Да, что там убрал, что добавил. Кайф. Так само есть уже готовые скрипты, виджеты, шмат всего есть уже. Есть и инструменты, там где-то пяток існує программ, как помповать. Плагин. А? Щоб зручніше було. Ну да, плагин для Darktable, там просто терминал можно... Ну, несколько программ есть. Там, где ты у таблицы указываешь всех этой полей, они потом помпуются. Есть несколько решений. Так, что тут написано? Optional. Вот, теперь категории это истотно. Хотя бы хоть одну категорию. Ну, опять-таки, это назва будет... Я впевнений, это не так, потому что бывают ой, категории с какими-то специальными, как это называется там, ну, як станции метро Минскую, я так, такой язык, как это называется? Драшкевич? Ну, станция метро латиница, или такой странный? Что, белорусская латинка нормально читается? Это просто белорусская латинка? Не Драшкевич, Не, ну латинка... Я на этом памяти не спрашивали, что некоторые сказали, что американцы не прочитают этого. Никто не прочитает. Ну, американцы и польскую латинку не прочитают. Это белорусскую треба доведать, а английскую это что-то... Такое комbo. Ну, тут назва категория, она просто латиницей, то есть не белорусская латиница, а просто латиница. Ну, там какие-то правила есть. Ну, это можно нехто выправить, это не страшно. Не страшно помиляться. Ну, так, с великой литеры, да? Да, с великой. Гродненские с пробелом. Бернские ведомости. Как казав, можно еще на года бить. Вот локацию можно указать. Ну, вот категория это серьезное поле, вот сюда так само. Ну, самое серьезное просто загрузить, потому что все остальное кто-нибудь зробить. Потом я покажу, есть сервис Вики Краницы, когда там вынимают эти тексты. Ну, люди глазами вычитывают, как все, ну, не сканами было уже текстом звичайним, який можна, ну, разумеется, звичайним текстом. Это уже на другим сервисе покажу потом, как это выглядит. Вот красно, пока что такой категории покуль нема, она створится. Опс, что тут идем далее, вот все. Идем в эту категорию, и в этой категории треба створити радійську категорію яку-небудь. Наприклад, давайте, я не веду, поглядим, какая. Здесь вот Newspapers of Russia by name. Так, это была Российская империя еще. Ну, давайте, это радійська. То есть категория, у якої категорія знаходиться. Категория. Дальше что тут еще? Russia или Russian Empire.
Да, ну так, может быть, она была и у России. Ну, ладно, так, хотя бы одну категорию ставить. Это, то есть, так само, ну, это не просто помойка, а істотно, как бы это уже можно было знайти. Ну да, там кто-то текст распознает, но ну, хотя бы категории, там вот зв'язати з артикулом на Википедии, створити артикул. И он может быть там 3 строки, что была такая газета, например, с такого-то по такого-то, главный редактор такой-то, и все, уже не выдалится этот артикул. Ну, потому что еще у Википедии есть такие драмы, и у меня тоже были, что я месяц, например, пишу артикул, больше ничего не делаю, full time, с утра до вечера, про мою любимую музыкальную группу, например. Месяц пишу, они ее выдаляют. Ну, и не просто выдаляют, там комиссия собирается, они там голосуют, вирашають, они кажуть, это мало веса, не авторитетно. Хотя там даже научные науковые працы есть про эту музыкальную группу, там у книгах она упоминается. Там Лук'яненко, там нечто Аб'єв сказал, тот сказал. И они кажут, ну не хапай весу. Такого много. Очень многие, это такая проблема, что многие темы, ну как ранее казали, что такое, что ранее можна було створити сторонку про кожного покемона у Вікіпедії, зараз уже так не. Ну, гэта дзіўна, дарэчы, бо калі вось нейкая група і ты гэты артыкул награшаеш, што ім не патрэбен, а калі вось ёсць нейкая паперка, якая таксама нікому не патрэбна. Не, ну гэта сур'ёзна. Или, напрыклад, калі вёска, там 0 чалавек жыве, одна строка артыкулу, гэта не выдаліць. Это вёска, вось. Про вулицу я не веду, про вулицу можа выдаліць, а про вёску, даже когда там 0 человек живе, нема фотки, одна строка тексту. Вёска такая-то находится там. Все, это уже не выдалить. Это уже серьезно. Ну, конечно, про Википедию многие люди, ну, я уже много раз чув, что люди там годами что-то робили, были администраторами, робили, а потом поели этого гайна. Ну, там спречки, выдаляли там что-то, они не согласны, потом они кинули это все. И там есть альтернативные, на таком же движке есть и fandom.com, и там, энциклопедии, там разные, там шматные на разные темы, со своими правилами. Ну, то есть движок это можно взять, и вот таких много, шмат проектов. Есть альтернативы, где люди за гроши это роблять? Ну, можно, ну, fandom.com, например. Ну, это российские официальные рувики зовется. Там они уже не который раз, это ж не первый раз они пытаются склоновать Википедию. Там энциклопедия памяти, еще нечто. Это только, ну, на разных языках. Я веду, медицинская какая-то есть такая на этом же движке. Ну, их шмат. Есть маленькие, на разные темы. Вот. А ты это все робишь в рамках волонтерства? Ну да, ну хотя... Гроші, да, мне за это не платят, хотя... Ну, я послав у своє резюме, як працювати їх, як програміст. Да, як розпрацовщик. Но они не отказываются, потому что шмат людей к ним прется, потому что, конечно, веселее робить Википедию, чем там интернет-краму по продаже ручек для дверей. Ну, коли ты в этом захопляешься, то, конечно, веселее. Это звичайная праца. Сенс. Просто, ну, еще такое бывает, что это так деморализует, бывает. Ну, у меня такое было, и с другими людьми это популярно. Когда вы годами робите некий проект на працу, ну, за гроші, звичайна праця, годами робиться, а потім його зачиняють. Ну, я так само такое робив, що просто проєкт ти робиш, но він пойде в стол, і навіть не взлетить, навіть опубліковано не буде. Ну да, тут это серьезно, вечно. Ну, мне самому, я не просто помпую, я хочу сам читать, ну, час, ну, все не хапаю, но что-то подшито, бывает там так цікаво, нечто, я там в свой телеграм пихаю некие цитаты, что знаходжу в этих старых газетах. Бывают некоторые смешные, цікавые. Я там читаю, думаю, о, там в 19 веке такие же проблемы, как сегодня были, там тоже, что там похоже много. И, ну, язык так само цікавий. Так, ну добавим одну категорию для категории.
сохраняю. То есть, ну, бачите, все не складано. Коли вы хотите этим заниматься, я могу допомогчи. У меня была такая цікавая история, там, ну, ведали, что я занимаюсь Википедией, и там девчина была в своей вёске, и там какая-то бабуля, у нее был старый компьютер, такой пузатый, без интернета, и она так любила свою вёску, что она написала артикул для Википедии, и там все посылки, это только книги, не сайты, только книги. И вот они мне на флешке там перевезли этот док-файл, сказали, как я створил артикул на Википедии, я створил. Бабулька написала в вёску в библиотеці. Да. Ну, вот это цікаво. Ну и так само в Википедии все вот это вот этим занимаются люди, потому что вот некоторые темы их хвалят, например, есть химики, и они вот свои химичные статьи, химичные файлы, все этим занимаются. Физики своим, там, которые про компьютерные гульни, это, то есть там есть проекты разные. Ну, разумеется, разные темы. А слухай, может ты ведаешь, Википедия плануе подтягивать там некие АИ, ці нечто? Потому что вот сегодня есть проблема, что типа на одной мове одна информация, на другой мове іншая, и все это треба обдумать и сделать одну статью там зовсім. Да, есть такие проекты, они зовутся абстрактопедия, и они уже годами пытаются створить такой штучный интеллект, как, ну там з Викидадиных, как он писал артикулы на разных языках. Ну, есть такой проект Викидадин, там указано, что, например, город, площадь такая-то, краина такая-то, тыры-пыры. И это можно транслировать в текст человеческий, типа Минск, столица Беларуси, находится на широте такой-то, часы поезд такие-то. Ну, вот Викидадина я, может, показываю, где тут. Ну, ось так они выглядают, это тоже такой серьезный проект. База данных, к ней можно запыты робить. Это про что? Про газеты. Вот тут вся информация, яку можно указать вот таким вот як ключ значения. Вот, где Раша, год такие-то, артикул такие-то, там, главный редактор такие-то. Ну, тут он ще маленький, этот айтем, можно, бывает и великий, шмат информации. То есть, увогуле, шмат того, что текстом, звичайно, написано на Википедии, можно зробити так, як воно було на этом сервисе Викидадины. Ему 10 годов недавно исполнилось. Вот. У немецких не зробили его немцы, вот они любят все так подликовывать. Вот тут тоже все как было подлично. Так, уж окей, это добавили. Теперь пойдем сюда, вот копируем назву, файл, вот это его item. Уставим сюда image. Вот, уставили. И что зараз цікаво, ось гэтая сторонка на Википедии, когда мы сюда перейдем, мы увидим, что вот, оно уже сюда ставилось, потому что оно берется с Викидадиных, с Викизвесток, а то берется с Commons. То есть вот сервисы, они связаны друг с другом. То есть, вот. Ну и так само я там в других лекциях сказал, что данные из Викидадиных можно их прямо у текст упихивать. Там, например, площадь Менска такая-то. И там это артикул на 50 языках, а потом раз 50 годов площадь Менска изменится, и у разных артикулов будут разные цифры. И как такого не было, там у коде артикула можно указать не просто цифру, а там будет написано в скобочках Викидата, двухкропие, атрибут такие-то. И мы меняем циферку в одном месте, оно изменяется во всех артикулах. Вот такой рух есть. Вот, уставили. Вот сюда. Вот это маленький файлик. Бывают файлы такие великие, они там медленно помпуются. И шмат их бывает столько всего хочется зробить. Ну, не хапає на все часу. Ось, може ви, коли вам это цікаво. Ну, это тоже я хотел уже показать, как это помповать, но уже не буду. Ну, то же самое, вы зрозумели. Вот, теперь еще один сервис Wiki-краница зовется, Wikisource. То есть это уже наступный этап.
як гэта вы вынімаеце уже из вікісховішча, з Commons. І тут вот уже звычайны тэкст. І вот, ну он тоже тут не просто так з'явіўся. Покажу. Вось тут есть такі тэксты без распознанага, індексы без распознанага тэксту. То есть их упихнули туды, ну, PDF-ки, но яшчэ не читали. Вот так выглядае, напрыклад, вось куды-нибудь ціскаем, чакай вычаткі. Вот, справа у нас оригинал, слева уже кто-то упихнул, но гэта никто не вычытывал. То есть два человека, то есть нехта стварыў, яшчэ два человека патрэбны подтвердить, что да, я прочитал, ось, вот сюда ставлю желтое, а для наступных уже там будет зеленая такая дырка, и уже будет помечено, что ось уже 3 человека, отрымліваецца, поработали с этим текстом, проверили, и уже все добро. Бывает, что у оригинале бывают помылки, там тоже там такой специальный синтаксис показывает, что ось там исправили то-то. Ось, ну, это уже наступный этап, ось, як уже главное, просто как перш-наперш запомповать на Commons, потому что распознать можно там про 100 годов, там штучный интеллект все это вынеме, а главное, как не зникли дадзеныя. Вось. И вот на этой вики-крыніцы, ну, такі цікавый сервис, вось, тут можно поглядеть, тут много, то есть все тексты, опять-таки, это не абы что, это только те, что легально можно сюда публиковать, то есть громадский набыток. Делал по Беларуси то, что больше 50 годов тому померли, это все тут. Вось. Ну, классичные все тексты, классичная литература белорусская, она тут есть, вот тут 26 тысяч уже артикулов, 970 авторов, это все развивается. Книги сюда так само могут Да. трапить цалком? Да, и книги так само. Вот «Новая земля» есть тут тоже. Вот еще есть такой вики-словник, такой проект, тоже. И он тоже, можно его спомпувати без интернета користатися. Это какие этимологии робить, так? Ну, розно тут, ну, тут есть синонимы, антонимы, ну, все, что касается. Тут вот маленькая такая, тут бывают великие. И без интернета все так само можно спомпувати. Ну, вот тут, вот это я покажу, например, ось ён. Ось, это без интернета. Бусел. Это не сама Викимедия, это другие люди зробили. Ось, тот же артикул, ось без интернета это можно глядеть. Да, там же только текст. Ну, и, да, ну бывает, вот в Батумі, коли світло зникло, то лаптоп працює, роутер не працює, і ось можна нечто глядеть. Википедию, переклады. Вот, это статистика, вот этот Викисорс, это цікаво, что вот быццам бы з 2000 какого-то тут одраджэння, 2021 год пошло великое, кто-то пачаў вельмі активно тексты туды пихать белорусские. Хотя вот сервис 2006 года існує. Вот, так по каждому сервису можно статистику поглядеть. Так, это все. Я дошел до конца. Вот. Коли у вас есть питання об этом усім. Ким ти працюєш зараз? Ті ввогуле? Ну, уже год я за гроші не працюю, я весь год займаюся всякими такими проектами. Ти, похоже, заробив достатково? Отношения у тебя такие? Ну, не то что, ну, типа, да, отношения. Ну. Коротше, ти працював у айтішки, почав займатися Вікіпедією, у тебе паралельно типу праця і ось таке хобі. Не, зараз у мене комерційних проєктів нема. Ось роблю, ну, разне, много, шмат мелких проєктів. Розних. Відчуваєш відказність? Ну, це цікаво, да, ось. Ну, не знаю, гэта пачуццё, што многія людзі они працуюць за грошы, што это, ну, зачем гэта жыць, куда гэта все ідзе, ну, ось, чым займацца, а тым больш, што людзі паміраюць і, типа, ну, хочаш зарабіць нешта такое сур'ёзнае, ну, можа, далей буду как-то пытацца ўлезці, каб за грошы, каб, ну, працаваць у Вікімедіі ці
там гранти можна отримувати. І, ну, і різні такі проекти є. Archive.org теж там вакансії гляджу, всіляке таке. Я чув некий такий вайб, коли ти повідаєш, як ти бицем ти треба всі речі заховати. То було ось молодь зараз іде в такий напрямок, що ось я зняв сториси, і вони там 24 години повисели, і все, і вони зникли в нікуди. Да, Все, так, ніхто я в так... ці сториси ніколи не побачить. Да. Зараз вельми шмат такого контенту. Я здивився, що так не поважати свій контент. Ні, ну чому? Ось стрими, вони ж так само не заховуються ніколи. Ось ти там 8 годин сидів, там яку гульню стримив, і все, і завтра гэтага так само нема. Я заховую. Коли я гуляю на ютубі. Ну, для большасці, що, типу, ну, ось бізнес такий, що, типу, коли ти популярний, ну, магчыма, гэта нехто там, нейкі там шорт зробіць з гэта, а калі нет, ось яно прайшло і улетело, прайшло і улетело. І сторісу так само шмат знікае, ну, ось гэта все так само, яно часовае, як і мы тут. Ну да, я вспоминаю историк, там женщина на шмат годов на видеокассеты новости записывала в какой-то краине. Шмат, целая комната видеокассет была уже. Вот это история краины, новости записывала. Ну, так да, ранее, ось там, коли там один з Карина паперу свою друкував, то, конечно. І це з кожним годом да. все цінніє. Наприклад, тут так само вчора розмовляли з Сявером, архів старих білоруських передач. Нема архіву. На сайті нема, ніде нема. Немає попиту. Каб нехто ж приходив після праці і такий, погляжу-ка я, що там було там 20 років тому на БТР. Ну, например, артефакты для истории. Ну 90-ті годы, ну, радіопередачі 90-х годов в Білорусі, там, я пам'ятаю, були цікаві передачі. Ну, так, і у совєтський час там так само У совєтський час. всякі хвалі там, Да, там, заміжі. Ну, так зараз там були, наприклад, радіоспектаклі, і не всі із їх, ну, наприклад, спектаклі були, і некоторі зникли, і все. От я так само в Мінську, там, в 2010 году теж, ось, я безкоштовно, некоммерційно приглашав фото, видео, как спектакль сняли на несколько камер. Ну, его снимали, все, уже спектакль уже нема, видео, это все, что засталось. І ось так зникає. Ну, контенту все більше становиться, і його все легче створити. Ну, зараз все равно это істотно, как бы это было цікаво, і потім штучний інтелект это все проаналізує, все кропки. Я ще буду більше генерувати. Ну, може інсайти відчиняться. Інсайти докладно відчиняться, но він просто буде видалити все, що є, і коли треба, і він тебе нафантазує, що було. Ну, не, ну, Копін нормальний був, Копін не видаляв. Як він вирішиться? Ну, их человечество будет пытаться контролировать это интеллекты. Конечно, пытаться. Будет терминатор. Ну, ось, наприклад, вот опять, вот ITV, ось, я знімав відео, от я там знімав інтерв'ю, і все, зараз їх нема ніде. Ну так. Знімаєш на телефон, да, ти ожидаєш, як це заховалося, і ти думаєш, ну, покину я це на ютубі. Не только эту песню. Я, коли вот видео роблю, я пихаю на несколько пляцовок. Угу. Ну, інші пляцовки, вони ще худші подобні. Так, ну, просто надо пихать на несколько, там метеорит упадет, там это, но кто-нибудь да выживет. Лепит, чем одна пляцовка. Ну, коли це не комерційно поспіхово, то це нікому не потрібно. А коли навіть шкодить репутацію всього сервісу, то тим більше. Ну, хоть Телеграм не їх заховує, Телеграм не хоть видаляє. где-нибудь, хоть на рутрекеры, на разные пляцовки, как сохранилось. С каждым годом эти данные, они все ценнее. Я хвалюся, що Телеграм так само почне видаляти. Тобто, поки він молодий, йому хапає місце, а там зміниться, не знаю, руководство. Раз 10 років, вона вирішить, що типу, старі відео, ось які ось зараз там туди викладаються, ну так само не потрібно, і все. Все так само почиститься. Ну, передача на вас перевір'я. Дякую, Вікі. Може, у вас які питаннячки є? Дякую. А ви таки не застанетеся? Ні. Віталій, у мене тобі ще питання. Як ти ставишся